Сегодня у нас в гостях директор ООО «Вавиол» Виктор Николаевич Тунев. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый день. Скажите, вот у вас большой предпринимательский опыт. Скажите, вот как у нас в республике оказывается поддержка предпринимателям? На сегодняшний день я скажу, что у нас в этой части благоприятная атмосфера. То есть количество налоговых там проверок или в целом каких-то инспекций, их существенно меньше, вот по сравнению, чем вот до кризисного периода. Да? То есть сказать, что это изменилось законодательство федеральное, скажу, что нет. Я думаю, что сам подход чиновников, он изменился, они понимают ситуацию сложившуюся, непростую, и, скажем, вмешиваются в какие-то, лишний раз уже не вмешиваются. И это я считаю большим плюсом сегодня. И в целом вот, инфраструктура в Республике Тыва, в частности в городе Кызыле, я считаю, она такая, поднимается на более такой хороший уровень. Это касается не только проверок, это касается того, что сегодня аграрный сектор, он активно субсидируется, он поощряется, и за счет этого, конечно же, он в том числе за счет этого, начинается у нас развитие именно сельского хозяйства. А если мы говорить начинаем про какие-то другие виды бизнеса, там и помощь государства и нельзя даже осуществлять. Потому что государство должно помогать в развитии бизнеса только в стратегических каких-то направлениях, а дальше, во всем остальном бизнес сам должен развиваться. Если он выбрал правильное направление, он должен сам развиваться. Если он выбрал неправильное направление, то просить деньги у государства, это, я считаю, просить деньги налогоплательщиков и тратить их на какие-то свои там неудавшиеся проекты. Да, если ты разорился, у тебя неудачный проект, но это проблема бизнеса. На то на бизнес. Если ты не справляешься с бизнесом, иди на службу, иди в работники, иди в чиновники. Каждому свое, да. Но пробовать за государственный счет, я считаю, это и вредно. Это вредно, потому что бизнес, он в целом на игле не может вот на такой сидеть с подпиткой дотационной. Потому что если только бизнес попробовал дотацию какую-то, считай, что этот бизнес, он к ней привыкает моментально и отойти потом не может. И он всю жизнь потом начинает заниматься просительством денег, грантов там каких-то. Но стоит сказать, что у нас еще государство достаточно хорошо помогает, в том числе и в сельском хозяйстве, какие-то программы. Выборочно оно помогает. В основном, конечно же, в сельском хозяйстве. Вот, допустим, там, значит, мясоперерабатывающий комплекс, там была помощь хорошая, да, это молочно-товарные какие-то фирмы, да. Это, все, что связано с сельским хозяйством, там везде помощь государственная активна. Прямо здесь, знаете, вот и Шалван Валерьевич, он лично проезжает в места, все, кому выдаются кредиты, и просматривает, как эффективно они используются. Вот. Скажем, вот даже я не прошу никакие кредиты, ни гранты, у меня их нету. Вот мы занимаемся сегодня направлением лекарственные травы, да, но сегодня инвестиционное у меня идет пока составляющая. У вас очень важное направление для жителей республики, для гостей столицы, для всех, потому что ООО «Вавиол», стоит сказать, что это один из главных таких сейчас у нас. Спасибо, да. Мы всего проработали чуть больше года, это очень мало, вот, но как бы мы рассматриваем вот направление, то есть в Россию поставки, то есть центр России. И вот сегодня мы как раз приехали, соглашение подписывали с Китаем, Эренхот город, это приграничный город, там с Монголией он граничит. И вот наша делегация от Кызыла выезжала подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между городами. Прежде всего это экономическая составляющая. Безусловно, к нему прикладывается социальное и культурное направление. Но китайцы люди очень прагматичные, и инициатором здесь выступала как и китайская сторона, и наша сторона. То есть здесь взаимное, так сказать, у нас направление. И после вот этого подписания, конечно, мы тоже видим, что там есть логистика транспортная, есть товарное наполнение, чем можно работать. И я рассматриваю свое там направление, реализация своего товара в Китае, потому что там потребительский рынок сегодня очень высокий. Вот. И другие предприниматели, наши предприниматели приехали там и торговали нашей продукцией. И я скажу, она успешно торговали, ее разобрали всю продукцию. Но это соглашение выгодное. Да, то есть первый у нас шаг был, это была ярмарка, наши предприниматели приехали, торговали там, мы подписали соглашение, и они успешно торговали. Это говорит о том, что наша тувинская продукция пользуется спросом. Там были и дикоросы, там были и
кулинарные изделия, кондитерские изделия, такого даже ремесленнического направления, не какого-то высокосерийного, и все разошлось. И на ура, потому что именно вот ремесленнические да, на ура. То есть требуют. это наши предприниматели увидели, что есть рынок сбыта хороший. То есть это надо отрабатывать. Это же опять, я скажу, без поручения правительства это соглашение никто не делал. То есть, безусловно, на уровне правительства было решено, что да, надо делать такое соглашение, да, надо развиваться в разные направления. Вот. И сегодня я считаю, что вот сегодня выборная кампания идет, да? И, конечно же, я буду голосовать за стабильность и развитие нашего региона. И я скажу, что Шалбан Валерьевич, вот начиная с 2007 года, он ситуацию отрегулировал. То есть какой у нас кризис был в власти, то есть когда нас блокировал Верховный Хурал, исполнительный орган власти, парализовал просто работу с Москвой, работу с бюджетом, работу с инвестициями, с социальными проблемами. Все было парализовано, но ведь ситуация отрегулировалась. Вот, и решились и кадровые вопросы, и выборные вопросы. И сегодня все у нас спокойно, все у нас, что нам, я считаю, вот лично мне, для развития бизнеса, я буду голосовать только за ту ситуацию, которая сегодня сложилась. То есть за Шалбана Валерьевича я буду, безусловно, голосовать. Потому что для меня, как для руководителя предприятия, очень важно стабильность в обществе. Не надо, вот, знаете, социальных каких-то волнений, мне не надо каких-то там национальных, националистических таких высказываний, вот это будоражение вот этой темы, смены власти на местах, в муниципалитетах еще. Потому что я ничего не вижу там хорошего. Там разные идут течения, то есть люди с какими-то собственными, наверное, экономическими интересами пытаются проникнуть и применяют нехорошее такое оружие, называется. И это важно не допустить. Да. Да, и тем более, смотрите, какие у нас взаимодействия с Москвой отлажены. Ведь у нас, как бы там ни было, мы дотационный регион на сегодняшний день пока. Вот. И все-таки мы чувствуем каждый рубль. Если нам дали инвестиции, мы живем. Если их начнут сокращать, это же опять удар по людям, социальное направление и все. Вот. И это нам надо сохранить, и это нам надо приумножить. А сегодня у нас все идеально. Скажите, вот, Виктор Николаевич, вы как депутат городского парламента, вот, на ваш взгляд, какие самые эффективные виды поддержки предпринимательства у нас в Туве существуют? Я считаю, самая эффективная поддержка для предпринимателя – это ему не мешать. Вот сегодня не мешать, оно максимально работает. Я знаю, что и в правительстве, и в городе создавались комиссии, комиссии именно по взаимодействию с органами власти, контролирующими, о том, чтобы не мешать бизнесу развиваться. Вот это самое главное направление. А то, что субсидируется сельское хозяйство, все это, безусловно, это достигли, это наше достижение, это достижение руководства республики. Вот. А вот бывает, конечно, вот предприниматели где-то сетуют на то, что вот им не дают деньги там на развитие, там, может быть, производства, может быть, там каких-то новых торговых центров там еще. Но я считаю, и в законодательстве такого нету, что значит поддерживать развитие каких-то торговых центров. Ты сам, если можешь, ты зарабатывай, строй, что ты хочешь. Если удачный проект, ты выйдешь, неудачный проект, извини. Да, вот, а вот в какой отрасли именно, вот, на ваш взгляд, необходима предпринимателю помощь? А это стратегически, это, безусловно, продовольствие. То есть именно продовольствие первой необходимости. Вот если это кондитерские изделия, там, условно я говорю, это не первой необходимости. Вот нам надо хлеб, молоко, мясо. Если у нас сегодня все условия для скотоводства, безусловно, его надо развивать. Ну, то есть, если не будет какая-то помощь от государства, допустим, то такой бизнес может прогореть. Может. Сельское хозяйство, оно без помощи государства становиться на ноги не может. Это практически в каждой стране. Там другие формы, они скрытые формы взаимодействия и помощи государства. Там делают высокую цену искусственно на продукцию. Это скрытые формы помощи. Есть как у нас идет субсидирование, у нас идет гранты, у нас идут целевые деньги на развитие сельского хозяйства. Это у нас успешно, извини, у нас вот сейчас поголовье скота растет. У нас инфраструктура для этого тоже улучшается.
А где вот, благоприятствует предпринимательская среда, и где вообще спрос искать? Нет, спрос искать это уже каждый предприниматель. Если он хочет там какую-то продукцию на Москву делать, он должен, безусловно, понимать рынок и потребителя московского. Если он хочет в Монголию поставлять, если он хочет козыли реализовать, он должен исходить прежде всего от потребителя, а уже что он может для него сделать. А не так, вот я умею сделать что-то, а уже потом пошел искать потребителя. Вот когда коня вперед телеги ставят, наоборот, да, то получаем мы не совсем эффективные результаты. Ну да, вот, допустим, вернемся опять же к дикоросам. Тува, по сути, она находится в таком месте, где дикоросов очень большое количество, причем со всех книг, вот, каких-то только трав нет. Нам надо использовать, зеленая аптека. Да, вот, скажем так, отсутствие промышленности какой-то тяжелой такой, вот, где загазованность высокая, еще что-то, да. То есть это благоприятствует говорить о том, что мы экологичны. То есть сегодня регионов с такой высокой экологией, вот, ну, скажем, если не брать зимний период Кызыла, где нам надо работать в этом направлении, то экология у нас очень хорошая. Ну, нам есть чем гордиться. То у нас есть чем гордиться, и это надо использовать, эти бренды. И тем более, что вот такие бизнесы, когда ты не нарушаешь природу, то есть все это восстанавливаемые, растения они вырастают, просто, ну, относиться, безусловно, надо бережно, да, но в любом случае это восстанавливаемые ресурсы. И, конечно, их вот, и в идеале надо их использовать. Сельское хозяйство – это тоже восстанавливаемые ресурсы. И дикоросы – это тоже восстанавливаемые. Ягоды, орехи. Вот смотрите, как сейчас значит, с орехами у нас ситуация. Ведь разрешили собирать, всем разрешили собирать орехи. Никого не ограничивают. Ну, там есть ограничения по дням, по этим, но это надо соблюдать, иначе надо щадить природу. Вот. Но ни в каком регионе такого нет льготного на сегодняшний день законодательства по сбору орехов, как в Туве. Ведь это же большой шаг сегодня. Любой идет и собирает, и может зарабатывать. И это надо использовать. Вот сегодня орехи, завтра мы ягоды, послезавтра мы корни. И вот так мы можем практически круглый год заниматься дикоросами. Вот тебе и бизнес. Ну, это рабочий бизнес, с ним надо работать, да. Ну, у нас разные направления есть. Бизнес и услуги у нас есть, они у нас практически свободные. То есть это и IT-технологии, это различные у нас строительные, это инженерные сети. У нас эти услуги свободные, можно идти туда. Вот. Но можно ли сказать, что в Туве бизнес на порядок лучше развивается, нежели чем в некоторых регионах? Нет, на порядок, то есть так, у каждого региона свои направления. И сказать, у кого-то на порядок, там, можно на порядок, он так может в минусы уйти в другом регионе, если не то направление выбрал. У каждого свои направления, ты должен найти, на то ты и бизнесмен. Ну вот для успешного бизнеса у нас практически все делается. Если ты, конечно, работящий. Безусловно. То есть, по крайней мере, я не вижу каких-то препятствий. А климат, он создан. Климат создан. Есть над чем работать, но движение вперед идет. Это всегда, вот это и через 10, и через 20 лет будет. Всегда есть над чем работать и улучшать. Но главное, что у нас сегодня стабильность в обществе. Это самое главное. Нам надо, чтобы у нас кадры работали, чтобы у нас утечки кадров были, чтобы у нас были квалифицированные кадры, чтобы у нас МВД работало, чтобы у нас в целом было спокойно и комфортно. Ну, я считаю, на сегодняшний день у нас хорошо. Да. Ну и стоит подытожить, сказать все-таки о залоге успешного бизнеса. Вообще, что такое залог успешного бизнеса? Это надо работать, всегда работать. Вот всегда быть в строю, ежедневно, системно работать и честно работать. Вот тогда у тебя все получится. И любить свою работу, любить свое направление, вникать в него всеми, так сказать, своим сознанием, всеми силами, вникать в свое направление. И тогда у тебя все получится. Даже, казалось бы, это безнадежный бизнес, он все равно у тебя получится. Большое вам спасибо. Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был Виктор Николаевич Тунев, директор ООО «Вавиол». Ну а мы продолжаем наш эфир.